Драгоценная вещь, которая была найдена на Сухумском рынке, обрела новый дом. Теперь картина известного советского художника Владимира Бернадина будет храниться в Национальной картинной галерее Абхазии. Такой скромный подарок решили сделать предприниматель Илана Джопуа, ее супруг. Подарок принимал директор галереи Сурам Сакания. Благодаря нашим гражданам мы сегодня получаем одну из немногих работ, наверняка, которая сохранилась, скажем, из живописи. Вот, пожалуйста, очень интересная тематика на религиозную тему, на, духовную тему. И очень рады, что мы получили такую работу. С большим удовольствием мы принимаем, говоря большое спасибо. Илана Джопуа и ее супруг всегда в поисках чего-то необычного. Они любят охотиться за эксклюзивными вещами и уникальными предметами. Как-то раз, прогуливаясь по Сухумскому рынку в местах, где люди покупают старые вещи, Илана наткнулась на необычно сложенный конверт в виде большой книги. Приоткрыв его, она обнаружила картину советского художника Владимира Бернадина. Развернули, оказалась работа. Я даже не знала, что у нас был такой художник. Не задумываясь, что что-то можно с ним сделать, просто забрала. А потом как-то так закрутилось, завертелось, семейно приняли решение. Сперва погуглила, конечно, посмотрели, кто он был, кем он являлся. Отправили в музей Ковалева в Краснодар. 8 месяцев продолжались реставрационные работы. Как вы видите, отлично справились. Не раздумываясь, решили, то есть после событий, которые у нас произошли, трагические, работы у нас уже не осталось. И было принято решение семейно подарить эту работу нашей галерее. Владимир Бернадин жил и творил в Абхазии. Как у любого почетного художника, у него было немало работ. Его принимали как скульптора, знали и как живописца. Основная тема его творчества – лирические акварельные пейзажи, портреты известных людей культуры и политики. А также Бернадин писал большеформатные исторические полотна. За 40 лет творческой деятельности им создано много великолепных работ, разнообразных по тематике, технике исполнения, экспериментальных по своему характеру. Его произведения проникнуты лиризмом, любовью к человеку. «Выжить» – именно так называется подаренная картинной галерее полотно. Длина чуть больше 2 метров. На картине изображен человек, который несет на своей спине большой крест, а за ним толпа идущих людей. Так художник Бернадин раскрывал религиозную тему. Что касается самой темы картины, она совершенно очевидна, что это религиозная тема. Крест – это судьба каждого человека. И все обстоятельства жизненные, которые мы все несем, символизирует эта картина. Ты идешь под этой тяжестью, но ты идешь, и это очень символично, потому что у каждого человека своя судьба, своя жизнь. И мой крест никто не может понести, только я. И твой также, только ты. Здесь, конечно, символика очень такая прям в глаза бросающая. Это жизнь людей. Спасибо огромное людям, которые сделали такой дар нашей галерее. На самом деле это было бы очень хорошо, если этот прецедент бы повторился и не раз, и тогда бы мы опять по крупицам что-то собрали. В пожаре 2024 года несколько работ Бернадина сгорели, но есть и уцелевшие. Теперь в хранилище появилась еще одна его работа, которая до недавнего времени была утеряна. Я надеюсь на наших граждан, которые имеют возможность, которые могли бы пополнить нашу галерею, где бы они ни были, наши компании, кто бы чем бы ни занимался здесь, в Абхазии. Я призываю всех, если у них есть возможность приобретать движимые объекты культурного наследия, приносить сюда и пополнять нашу коллекцию. Полотно, которое называется «Выжить», выжило благодаря неравнодушным людям. Точно так же возродится и Национальная галерея, передавая культурное наследие нашей страны следующим поколениям. Налаш Хинджерия, Рамукамкия, Абхазское телевидение.